Крымского федерального округа больше не существует. Такое решение принял президент России. Владимир Путин подписал указ о преобразовании Южного федерального округа, в состав которого вошел оккупированный Крым. Полномочным представителем главы государства в Объединенном округе назначен бывший генпрокурор России Владимир Устинов. Олега Белавинцева Путин перевел с должности полномочного представителя президента в Крымском федеральном округе на ту же должность в Северокавказском округе. Главу оккупационной администрации Севастополя Сергея Миняйла отправили в Сибирь. Теперь он полномочный представитель в Сибирском федеральном округе. МИД Украины выразил решительный протест Российской Федерации в связи с ликвидацией так называемого федерального округа Крыма и присоединением его к Южному федеральному округу. Об этом заявил замминистра иностранных дел Сергей Кислица. Это значит, считает замминистра, что крымские санкции могут быть распространены и на Южный федеральный округ. Якщо хтось думає, що вкрадене можна перенести в іншу хату і воно перестане бути вкраденим, це дуже помилкова логіка. Більше того, той, хто буде приховувати себе вкрадене, в даному випадку, я хочу сказати, що вкрали Крим, той стає поплічником крадіїв. І тут може цілком статися і так, що санкції, які діють безпосередньо до території Криму, серйозні партнери, міжнародні організації і країни можуть поширити і на той же самий Південний федеральний округ Російської Федерації. Инициативу МИДа поддержал и уполномоченный по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Он заявил о намерении обратиться с таким предложением ко всем странам, поддержавшим санкции против России из-за присоединения Крыма. Поскольку существуют международные санкции на оккупированный Крым, то Путин своим умом решил, что если он присоединит к другому региону, то Крым окажется вне санкций. Я пользуюсь случаем, мы сейчас говорили с Сергеем по этому поводу тоже. Я думаю, что нам нужно обратиться во все международные организации, а также Евросоюз, ко всем странам, которые наложили санкции на оккупированный Крым, что теперь эти санкции должны быть распространены на весь тот округ, куда будет входить оккупированный полуостров. Ликвидация Крымского федерального округа говорит о недоверии центральных властей к местным, неспособным решать поставленные задачи, считают политические эксперты. Это значит, что следует ожидать большой десант российских материковых чиновников, незнакомых с культурно-этническими особенностями полуострова. Я бы советовал, например, нашим крымско-татарским друзьям сегодня быть еще более осторожными, потому что люди, которые заменят вот эту всю аксеновскую проворовавшуюся команду и константиновскую, они будут еще меньше знать о том, что такое Крым, что такое крымско-татарский народ, какова история Крыма и так далее. Мне представляется, что они попытаются механически решать задачи, связанные с реконструкцией инфраструктуры для военной базы, не обращая особого внимания на национальные проблемы, этнические, да, там, культурные проблемы, туристические в том числе. Мне представляется, что режим ужесточится,